Активное переселение чувашей в Сибирь по причине малоземелья началось в последней четверти XIX века. Основной тип поселения чувашей – села и деревни, располагавшиеся, как правило, у воды. Сейчас в Красноярском крае есть 12 сел и деревень компактного проживания чувашей, которые хранят самобытность, традиции и культуру предков. Больше всего их в Казачинском районе. Самой многочисленной в нашем крае является деревня Казанка. Древние традиции здесь сохранили до сей поры. В целом они подчеркивают самые характерные черты народа – уважение к родителям, родне и соседям, а также миролюбие и скромность. Один из распространенных чувашских обрядов – проводы в солдаты. Раньше того, кого провожали на военную службу по найму или по повинности, называли рекрутами. Юношу провожали всей деревней. Проводы начинались за 2-3 дня. Выходили на улицу и запевали песни. Завязала, посадила за стол, поел и пошел он провожать гостей. Заходят они... Не провожать, а звать гостей. По домам ходят, звать гостей. Они могут ко всем зайти. Это уважение, пожелание, это уважение ко всем деревенским. За столом народу очень много. Одни приходят, поели, танцуют, поют, как бы веселятся. Матери, конечно, это скребет на душе, но ничего, все через это мы проходим. Он, прежде чем покинуть дом, берет булку хлеба, всегда мать дает булку хлеба, он отрезает эту булку, корочку, и мы эту корочку ложим в красный угол в доме. После этого идет, целует печку и говорит: печка, меня дождись, я вернусь. Обряд начинался в доме родителей. Старшее поколение относилось к рекруту достойно. Сначала открывали большую бочку пива. Первая кружка полагалась будущему солдату. Бочку пива, открытую в первый день проводов, берегли и не выбрасывали. И когда в дом звали гостей, то пили пиво из этой бочки. Рекрута крест-накрест через грудь повязывали полотенцем. Первой это обычно делала мама. Чем больше полотенец, тем проще пройдет служба. Сильным и здоровым сыном. В полотенцах призывник должен ходить все проводы, и снимали их только на призывном пункте. Провожая юношу, преподносили ему хлеб. Он должен разломить его на 2 части. Первый кусок каравая отдавали призывнику, но он его не съедал, а только надкусывал. Початый ломоть отдавали родителям. Они хранили его до возвращения будущего солдата из армии. Мать отрезала прядь волос с головы сына. Волосы и серебряную монету клала на краюху, сворачивала в холст и прятала в сундук. Считалось, что их состояние свидетельствует о здоровье сына, проходящего службу. Мать благословляла и давала наставления своему сыну. Мы тебя с отцом очень любим, и сестры тебя очень любят. Приходи крепким, здоровым. Umma bara umma bara umma jiye gentene
Родственники и друзья призывника собирались за одним столом. Когда наступала пора прощаться, рекрут выходил из дома строго спиной вперед, лицом к дому. Причем родители и пожилые родственники оставались за столом, как символ того, что они дожидаются призывника дома. Уходя из деревни, призывник ни в коем случае не должен был оборачиваться назад. Считалось плохой приметой, если он не выдержит и оглянется, поэтому ему даже вслед кричали «Ан Шаврон», то есть «не оборачивайся». Полотенце с призывника снимал на призывном пункте тот парень, которому следующему предстояло уходить на службу, и относил их в дом родителей. Этот древний чувашский обычай сохранился до наших времен.